Спасибо большое, Олег Султанович, что приехали. Действительно, эти все объекты для нас очень важны. Много объектов, в которых мы уже документы больше половины собрали. У нас в городе еще и мастер-план ведется, поэтому нам нужно усиленно работать над этим. Полностью будем со своей стороны взаимодействовать. Мы совместно с мэрией прорабатывали вопрос о возможности рассмотрения Минэком России ряда социально значимых объектов по инфраструктуре именно в черте города Грозный. И ряд предложений готовили. Собираемся от Рамзана Ахматовича письмо направлять в адрес руководства страны с просьбой рассмотреть возможности включения. В прошлом году Рамзан Ахматович поставил задачу по реконструкции центра Грозного и переносу дороги. И мы совместно с тех пор отрабатывали возможность включения федерального программы. И с вашей стороны, если вдруг будут свободные источники или на текущий год, и на ближайшее время, проектно-сметная документация с положительными заключениями государственных экспертиз, все готово. Реально социально очень значимые вопросы. Мы обоснование можем очень хорошее подготовить именно социальной направленности. У нас есть объекты, которым уже подготовлена проектно-сметная документация. Это ветхие водопроводные сети, это асфальтирование. У нас проспект Владимировича Путина. Дальше как бы удлиняется, соответственно, там тоже у нас проект на стадии разработки. В течение 2 месяцев уже проект тоже у нас будет готов. Улица Шарипова, одной из центральных улиц, тоже требуется расширение этой улицы. Проект на стадии реализации. У нас в скором будущем развязка над уровнем намечается в Грозном. Начало этих работ, расширение этой улицы необходимо. Государственная программа развития СПФО, те объекты, которые инициатором, который является мэрия, у нас на сегодняшний день не было практически включенных в эту программу. Город очень сильно преобразовался и чувствуется развитие такое динамичное. Мне очень понравилось, что жилищное строительство в комплексе оно развивается в плане того, что не просто строится дом, а строится вся необходимая инфраструктура. Пространство парковые, строятся садики, школы, больницы. Вот этот подход комплексный, в этом плане молодцы. У нас с прошлого года действует новая комплексная программа развития Северо-Кавказского федерального округа. Она носит теперь уже такой комплексный характер. Он заключается в том, что в нее включены объекты не только за счет наших собственных ресурсов, но и за счет других отраслевых программ, в том числе в части Минстроя России, в части Министерства просвещения, Министерства здравоохранения, то есть объекты абсолютно разной направленности. С этой точки зрения сейчас как раз уже утвержден график формирования бюджета на 24-26 годы. В этом графике предусмотрены возможности направления предложения, выделения дополнительных средств на ближайшую трехлетку. То есть на сегодняшний день еще эти заявки мы принимаем. Значит, мы можем отдельно посмотреть именно объекты города Грозного. Мы понимаем, что они очень важны. У нас есть сегодня возможность включать не только в нашу государственную программу, непосредственно объекты, по которым ГРБС будет выступать Минэкономразвития России. Мы в целом координируем развитие округа и координируем все министерства федеральные в части их объектов. Мы со своей стороны всяческим образом будем содействовать включению этих объектов, в том числе и в нашу государственную программу.